Хотел бы сегодня пообщаться с вами по важнейшим направлениям в сфере, которую вы возглавляете, определить основные направления на текущий год, как идет работа после принятия решений по утверждению целевых ведомственных программ, с какими сложностями мы сталкиваемся, какие у нас есть возможности на текущий момент по развитию системы здравоохранения, потенциал кадровый, как меняется, осуществляются ли в лечебно-профилактических учреждениях новые методы лечения и, разумеется, проинформировать о вашей поездке в Москву на мероприятия международные. Прошу вас рассказать о текущем состоянии дел в системе здравоохранения нашей страны. Хотел бы отчитаться о проделанной работе и по поездке, по итогам встречи в Москве на полях форума «Здоровое общество», который проходил недавно в столице Российской Федерации, городе Москве, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия в системе обязательного медицинского страхования и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Это тот документ, который, так сказать, с инициативой президента Республики Абхазия Бадыра Зурабовича выходил на Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, о том, чтобы по загранпаспорту могли наши граждане, имеющие российское гражданство, получать услугу на территории Российской Федерации. Этот протокол был подписан. Сейчас мы ждем ратификации этого договора. Есть определенные процедуры, есть определенный регламент. И это вот после ратификации сможет наши граждане, имеющие российское гражданство, на основании не только внутреннего паспорта и прописки, на основании загранпаспорта и полиса обязательного медицинского страхования получать медицинскую услугу на территории Российской Федерации. Это большой шаг вперед. Это очень знаковое событие для нашей республики. Вот. Это касательно первого момента. Второе, Владимир Валерьевич, также у меня состоялись несколько встреч, ряд встреч на территории Российской Федерации, в частности, в Минздраве Российской Федерации и подведомственных учреждениях Минздрава Российской Федерации. Встреча состоялась с директором Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения, членом-корреспондентом Академии наук, профессором Ольгой Сергеевной Кобяковой. Мы на встрече обсудили вопросы и стратегического партнерства Абхазии и России в сфере здравоохранения, и разработку моделей для более эффективных и управленческих, и организационных решений. Также есть определенные пилотные проекты, которые мы вместе проговаривали, и трансформацию отрасли, и цифровизацию отрасли. В этом направлении тоже договорились, что десант определенных специалистов из НИИ организации здравоохранения в мае приедут в Республику Абхазия, проедем по нашим лечебным учреждениям, посмотрим, какие у нас есть минусы для того, чтобы именно стратегическое планирование развития системы здравоохранения, которым мы уже занимались, вместе с этим центром по поручению Михаила Ильича Мурашко, он дал поручение министру здравоохранения Российской Федерации, и этот вопрос будет уже в работе, и он как бы сегодня плотно им занимаемся. Проговаривали еще вопрос о открытой кардиохирургии. Владимир Валерьевич, это очень значимое событие будет для Республики Абхазия. Очень будет заметный шаг вперед, но для этого нужно соблюсти определенные условия. Во-первых, мы хотим на территории Республики Абхазия делать аортокоронарное шунтирование, работать в направлении замены клапанов сердца. Это совершенно другое направление. Сейчас мы работаем по закрытой кардиохирургии в Республиканском сосудистом центре. Делается коронарографии, стентирование, работаем на артериях сердца и на периферических сосудах, но это закрытая кардиохирургия. Я говорю о другом виде, совершенно новом. Это открытая кардиохирургия, где мы будем делать эти виды оперативных вмешательств. Но нужна определенная подготовка, которой мы сейчас занимаемся. Во-первых, это специалисты. На первом этапе это будут помогать российские коллеги. Во-вторых, нам нужен аппарат искусственного кровообращения. Я уже вам докладывал, что цена этого аппарата 50 миллионов рублей. Мы понимаем, что это финансово емкие вопросы. У нас есть еще другие приоритеты, но этот вопрос можно решить следующим путем. Или вопрос лизинга, или вопрос аренды. Ну, тоже, наверное, с вами проконсультируемся, с компаниями проконсультируемся, как это будет наиболее оптимально для
республики. Будем собирать определенный пул пациентов. Специалисты, наши друзья, готовы приезжать из Российской Федерации вот таким вахтовым методом. Но нам надо и специалиста нашего, который будет здесь ассистировать, и после того, как уедут специалисты в Российскую Федерацию, здесь смотреть этих пациентов, требующих послеоперационного ухода. Ну, большой пласт вопросов, которые мы хотим закрыть в 2026 году. Важнейшее направление, Эдуард Валерьянович, о котором вы говорите, это повышение эффективности, безусловно, оказания медицинской помощи нашим гражданам. И этим надо заниматься. Обязательно мы более предметно займемся по мере готовности. И что касается медицинского оборудования, что касается подготовки специалистов, этим обязательно надо предметно заниматься каждый день, потому что жизнь и здоровье граждан – это приоритет для руководства, для страны, безусловно, для любой страны. И мы, безусловно, должны особое внимание обращать. Владимир Валерьевич, вы знаете, что с момента открытия Республиканского сосудистого центра более 188 пациентов уже получили необходимую медицинскую помощь на территории Республики Абхазия, что немаловажно, им не пришлось выезжать за пределы Республики Абхазия. Неважно, в каком районе республики человек получает острую ситуацию, острый коронарный синдром в виде инфаркта миокарда. У нас есть чаты, где наши коллеги погружены в эти чаты, сбрасывается кардиограмма, и непосредственно с каретой скорой медицинской помощи мы стараемся уложиться в золотой час, и доставляется в Республиканский сосудистый центр. Уже ребята, зная, что едет пациент из того или иного района, уже открывается операционная, и это дает возможность сохранить жизнь. Владимир Валерьевич, помимо коронарографии и стентирования, есть сложные случаи с периферическими сосудами, когда надо также молниеносно принимать решения, иначе вопрос станет об ампутации. Поэтому эти вопросы также закрываются. Вот вы правильно подметили, что есть разные уровни здравоохранения. Конечно, для нас открытие сосудистого центра – это рывок вперед, значимый шаг, но мы хотим и дальше развиваться, Владимир Валерьевич, и сказать о том, что открытая кардиохирургия также нужна. Мы в этом направлении тоже работаем. И есть вещи, которые делаются эндоваскулярной хирургией, а есть, которые открытой кардиохирургией. Поэтому в этом направлении нами проводится большая работа. Мы отдельно вам доложим и о результатах. А на самом деле сегодня все специалисты, которые находятся и оперируют в сосудистом центре, это наши местные специалисты, которые обучились и работали долгое время в республике, в Российской Федерации. Сегодня они находятся здесь и помогают нашим гражданам. Это очень важно. Все те задачи, которые ставит руководство для реализации в сфере здравоохранения, они все будут исполнены и исполняются в срок. По поручению президента была собрана информация о необходимом медицинском оборудовании, которое нуждаются наши лечебные учреждения по всей стране, не только в городе Сухум. Мы в этом направлении также активно работаем. Весь необходимый материал собран, передан в администрацию президента. Есть поручение президента и по срокам, которые мы исполняем. Владимир Валерьевич, хотел бы доложить о определенных вещах, которые сегодня реализуются в Республике Абхазия. По травматологии мы уже практически 57 тазобедренных суставов и более 10 коленных суставов в течение года поставили. Но тоже большой шаг, потому что все это начиналось с 5 эндопротезов несколько лет назад, потом 35, сегодня уже порядка 70 эндопротезов. Люди также не выезжают и получают эту услугу здесь, на территории Республики Абхазия. Мы говорим о том, что было поручение президента по ремонту компьютерного томографа в городе Гудаута. Большой район остался без компьютерного томографа. Благодаря выделенным средствам компьютерный томограф работает. Было проведено 1292 исследования с момента его запуска. Это по Гудаутской центральной районной больнице. С момента установки дальше рентгена в городе Творчал, благодаря помощи Российской Федерации, сегодня более 900 исследований проведено. Мы говорим о том, что вот вы непосредственно ездили в республиканский РЦ, в город Гагру. Там были сложности с рентгенаппаратом. Этот рентгенаппарат закуплен по вашему поручению. И сейчас уже проходит таможенное оформление. Я думаю, в течение недели, максимум 10 дней, он уже будет доставлен непосредственно в наш центр. Там идет активная работа по пациентам, которые нуждаются в протезировании. И было обращений 164, из них 157 людей с ампутациями конечностей. Это жертвы войны 130 человек, бедренные ампутанты, у которых ампутировано бедро, это 11 человек, 28 голени. Ремонтов проведено 103, ортезов сделано 5. Ну, тоже большая работа в этом направлении, Владимир Владимирович, проводится. Это очень важное направление, где наши ветераны находятся
в этом центре, и оказывается им государством вся необходимая медицинская помощь. Также это было поручение руководства, этому мы следуем. Еще хотел бы проговорить о других лечебных учреждениях. В инфекционной больнице города Сухум в пик курортного сезона, Владимир Валерьевич, до 250 обращений в сутки. Это и взрослые, это и дети, это и гости, и местные жители. Поэтому большое внимание уделяется и этому направлению. И мы говорим о кадровом вопросе, который сегодня на повестке стоит. Конечно, есть у нас и кадры, которые уже приезжают, и такого острого дефицита по определенным направлениям нет. Уже мы закрываем нашими Да. специалистами, тоже, что немаловажно. Но есть определенные сложности, которые ждут нас именно в пик курортного сезона. Нам помогает Российская Федерация. Вы знаете, что в один из месяцев, допустим, это было в конце августа месяца, 22 российских специалиста приехали на помощь в наше лечебное учреждение, начиная от Гагры, заканчивая Творчалом, находились и помогали. И сейчас в этом направлении нами совместно с Минздравом Российской Федерации ведется работа, чтобы также наши российские коллеги приехали и помогли нам в курортный сезон. Также по кадровому обеспечению, Владимир Валерьевич, есть большая проблема по реаниматологам в Гагрском районе, в ЦРБ Гагры. Всего один реаниматолог. Мы стараемся, просим российских коллег, присылают нам специалистов на месяц, на полтора. И вот мы как-то эти вопросы закрываем. Вопросы еще в 2 хирургах, которые тоже требуются на ставку. Вопросы среднего медицинского персонала. Еще один острый вопрос, который есть, это необходима компьютерная томография, Владимир Валерьевич, для больницы ЦРБ города Гагры, потому что район большой, очень много гостей, туристов, обращений. Помимо туристического сезона, также люди приезжают и вне сезона, на Новый год. И тоже вот, хотелось бы не просто о каких-то вопросах поговорить, а и о сложностях тоже, Владимир Валерьевич, которые нас сопровождают на протяжении уже долгого времени. Установлен новый рентген-аппарат в Гагрской больнице. Благодаря также помощи Российской Федерации это было закуплено оборудование в Творчал и в Гагру. В Гагре уже 3865 исследований на этом аппарате уже было сделано людям, которые нуждаются. И еще вот у меня наболевший вопрос. Это ЦРБ города Очимчира в районе нет именно службы скорой медицинской помощи. На протяжении всего послевоенного времени эту функцию выполняет приемный покой больницы. То есть штаты, которые находятся на дежурстве, они вынуждены выезжать в район, в деревни и так далее. Оголяется приемный покой. Это неправильно. Это единственный район в республике, который остался именно без службы скорой медицинской помощи. Вот понятно, что это вопрос финансирования, ставок дополнительных, медперсонала, но очень важный вопрос, Владимир Валерьевич, который попросил бы тоже взять, если можно так сказать, на контроль. У нас сложности еще, Владимир Валерьевич, с туберкулезным диспансером. У нас вышел из строя и рентген-аппарат, и флюорограф. Вот по вашему поручению мы сейчас проводим анализ оборудования, можно ли его восстановить или это потребуется новый аппарат. По вашему поручению мы сегодня подготовили список необходимого оборудования для службы родовспоможения республиканской больницы. На самом деле это оборудование крайне нужное. Вы сами видели весь список оборудования, которое начинает от ультразвука и тех расходных материалов, и тех непосредственно вещей, с которыми сегодня сталкиваются наши коллеги. И это очень нужно для того, чтобы шагать в ногу со временем, чтобы детишки были здоровы, чтобы послеродовый период проходил соответствующее. И мы говорим о дополнительном оборудовании, которое испортилось в республиканскую больницу. Это рентген стационарный и переносной, который крайне важен, Владимир Валерьевич, учитывая то, что больные сложные лежат в палатах, и не всегда их удается транспортировать в рентген. Мы вынуждены, это такая мировая практика, делать эти исследования на местах. Поэтому от качества этого исследования тоже очень много зависит. По вопросам, требующим незамедлительного вмешательства и реагирования, безусловно, сейчас на основе ваших потребностей, обращений по организации службы скорой помощи прошу полностью детально, если это возможно, в короткие сроки расписать необходимость, сколько штатных единиц нужно, и мы, естественно, это сразу тоже начнем прорабатывать. В отношении приобретения оборудования медицинского для нужд целой системы нашей, начиная флюорограф, либо ремонтировать, либо новый приобретать, это внимательно пусть специалисты посмотрят. Оснащение оборудованием родильного дома в городе Сухум, там потребность есть, соответственно, и самой республиканской больницы.
Поручение уже дано уполномоченным органам, источники финансирования тоже у нас определены, контракты, мы уже об этом говорили. И начнем финансирование для того, чтобы в ближайшее время приобрести оборудование и завести его в Республику Абхазия. Очень важное направление, по которому мы, безусловно, должны расширять свои возможности, это кадровое обеспечение. Мы с вами говорили о том, что необходимо проработать систему мер поддержки в этом направлении через обучение за счет средств бюджета Республики Абхазия, то, что мы делаем и в прошлый период делали, сегодня продолжаем, но с обязательным включением в условия договора о том, что лица, окончившие образовательные учреждения, должны быть обеспечены трудоустройством в Республике Абхазия. Это должно стать условием при заключении договора. Это очень важно, когда кадровый потенциал есть собственные в Республике Абхазия. Мы тем самым будем повышать, как мы говорим, эффективность оказания медицинской помощи. Тогда можно строить более быстрее, энергичнее, эффективнее развитие нашей системы здравоохранения. Владимир Валерьевич, хотел бы доложить ситуацию по Национальному онкологическому центру. Работа в этом направлении динамично развивается. Мы стараемся максимально охватить все те сложные вопросы, которые есть, и лекарственного обеспечения. Вы знаете, что люди получают таргетную терапию, дорогостоящие препараты, и все эти сроки иногда невозможно сдвинуть, потому что люди получают эту терапию. Были определенные ряды сложностей с определенным финансированием, мы говорили, и сейчас мы стараемся выйти уже на те вопросы, которые уже будут закрыты, и Национальный онкологический центр также требуется дорогостоящее оборудование для того, чтобы верифицировать на ранних стадиях заболевания. Это касательно и ультразвукового аппарата. Есть перечень вопросов, которые мы уже с Нардом Валерьевичем проговаривали. Вот мы с вами сегодня уже озвучили эти проблемы. Хотели бы тоже вашей поддержки в этом направлении. Очень важное направление. И не только по медикаментам, но и по оборудованию, Владимир Валерьевич. Сформулируйте обязательно потребность. Вот в ближайшее время, если это можно прямо сегодня, мы сразу же начнем выработку подходов к тому к поиску средств, прежде всего к необходимости, там, поэтапности, приоритетности приобретения оборудования медицинское, безусловно, очень важный компонент для системы здравоохранения. Тем более в сегодняшних современных условиях это просто необходимость. И еще один вопрос. На протяжении нескольких лет об этом говорим. Понятно, что это сложный процесс, тяжелый, это для нас новшество, хотя фактически есть уже какие-то примеры, но нам хотелось бы завершить эту фазу по установлению платных медицинских услуг для отдельных категорий граждан. На ближайшем заседании мы это решение мы будем принимать. Очень вас прошу предметно, внимательно следить на основе этого анализа и мониторинга работы и там оценки такого решения мы будем выстраивать установление платных медицинских услуг. Очень важно, когда платные медицинские услуги, которые мы можем оказать за границами бесплатной медицинской помощи, да, или гарантированной, как мы говорим, медицинской помощи. Все средства, которые будут в качестве оплаты от юридических и физических лиц поступать, будут являться собственностью медицинских учреждений, естественно, будут направляться на развитие, совершенствование системы здравоохранения. Это важнейший шаг, это очень перспективно в этом направлении. Тогда можно говорить, я уверен, что можно будет говорить еще о более быстром и динамичном развитии в системе. У нас очень много обращений. Вот есть платные медицинские услуги, фактически мы никак не можем, значит, их легализовать. Давайте мы это сделаем с вами. Абсолютно это безущербно, абсолютно это безболезненно, это только принесет пользу. Преимуществ здесь намного больше. Это сложный путь, но не обращаться к нему тоже невозможно. Рассчитываю, да, на то, что мы с этим обязательно справимся. Завершая нашу беседу, хотел бы еще раз подчеркнуть важность поддержки системы здравоохранения. Вот, поблагодарить, безусловно, весь медицинский персонал, который занят в этой сфере, делает порой за пределами человеческих возможностей, спасая жизни и здоровье людей. И, безусловно, государство
и впредь будет оказывать необходимую поддержку, меры поддержки государственные для системы здравоохранения. Очень много сложностей, очень много проблем. Сразу, безусловно, мы все решить не сможем. Но этапность у нас определена, приоритетность тоже определена. Постепенно мы обязательно будем систему менять к лучшему. В том числе путем принятия таких решений, как установление платных медицинских услуг, как определение приоритетности. Это очень важный аспект. И на самом деле то, о чем сегодня был начат разговор о поддержке наших коллег из Российской Федерации при наличии у граждан Республики Абхазия полиса обязательного медстрахования вне зависимости от паспорта российского, да, на основании загранпаспорта, на основании абхазского паспорта появится возможность оказывать медицинскую помощь. За это признательность нашим коллегам, это уровень нашего взаимодействия, развития между нашими странами. Это очень-очень поможет жителям Республики Абхазия получать медицинскую помощь, качественную медицинскую помощь в клиниках Российской Федерации. Поэтому надеюсь, что в таком же ключе и дальше будет система развиваться, двигаться. Еще раз повторюсь, со своей стороны вы и так знаете, что ведущим направлением и приоритетным в структуре управления системой является социальная политика. Да? И вот именно система здравоохранения в этой социальной политике является одним из самых ключевых. Спасибо. Спасибо. Все будем решать, Владимир.